Еще совсем недавно термин «бесконтактных продаж» был связан исключительно с интернет-реализацией. Сейчас к устоявшемуся выражению добавился еще один смысл – торговля на доверии. Дело обоюдно полезное как для предпринимателя, так и для потребителя. После такой покупки, как уже отмечают многие жители, помимо материальной выгоды, чувствуешь и моральное удовлетворение. Ирина Цичоева в этом убедилась. Здесь нет видеокамер, продавца и кассового аппарата. Вместо него вот такой импровизированный ящик. Зато есть полное доверие к покупателям и экологически чистая продукция. Вот такой интересный бесконтактный способ обслуживания клиентов в последнее время в Ингушетии набирает обороты. Еще один продавец доверился окружающим и выставил свой мед на продажу. Это деревянный магазинчик не единственная торговая точка в этой местности. Его уникальность в оригинальном способе реализации товара. Интересная бизнес-идея продавца пришлась по вкусу покупателям. Сам реализатор появляется здесь лишь раз в день, чтобы забрать выручку и пополнить полку новыми банками меда. Всю остальную работу выполняет железная коробка и честность проезжающих и желающих приобрести здесь сладкое лакомство. Магомед Тумгоев такие ящики доверия видит не первый раз. Мужчина считает, что такой метод продажи очень удобен, без очередей и ожидания на кассах. Я много видел в нашей республике таких коробок и магазинов без продавца. Это удобно для покупателей, это говорит о доверии продавца. Согласитесь, ведь любой может взять и унести товар, не оплатив его. Радует, что таких людей мало среди нас. Магазины без продавцов чаще всего встретишь в сельских районах или небольших городах. В крупных мегаполисах рассчитывать на совесть многих покупателей не приходится. Продают таким интересным способом одежду, изготовленную из шерсти и хлопка, пуховые платки и домашний мед. Илья Скорохоев с таким способом продажи еще не сталкивался. Мужчина признается, проехал в магазинчик несколько раз ввиду отсутствия продавца. Я только сейчас увидел такие коробки, похожие на кассы. Я купил мед, бросил деньги в коробку. Приятно, что продавец доверился людям. Если бы он сам не был порядочным и честным, он бы не доверял людям. Спасибо ему большое за это. Он показывает свое уважение к окружающим. Идея реализации товара бесконтактным способом появилась в сельском поселении Галашки. Жители здесь начали продавать дрова проезжающим гостям и жителям республики. В Жиравском районе они очень востребованы, особенно в сезон отдыха. Вдоль дорог выставляют самые разные кассы-коробки – деревянные, пластмассовые, железные и даже бумажные. Как отмечают все реализаторы таких бизнес-идей, еще ни один покупатель не уехал без оплаты. Они доверились людям, и те не подвели. Ирина Цичоева, Адам Далаков, Новости 24.